Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я предлагаю вам поговорить на тему применения современных технологий на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе и конкретно в начальном звене. Но для того, чтобы начать этот разговор, обязательно нужно знать нормативно-правовые документы, на основе чего преподается предмет изобразительное искусство в школе. Они представлены перед вами. Это, конечно, закон об образовании в Российской Федерации, это федеральный перечень учебников, которых рекомендуется к использованию, и концепция преподавания предметной области искусства в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы. Особенности преподавания предмета изобразительного искусства в начальной школе заключаются в том, что студент, проходящий педагогическую практику или педагог, он обязательно должен создавать условия для того, чтобы обучающиеся творили по таким видам деятельности, как рисование с натуры, тематическое рисование, лепка. И далее педагог должен расширять возможности информационных средств обучения, особенно в условиях сегодняшних, когда идет дистанционное обучение. И также мы рекомендуем еще использовать ресурсную базу электронных носителей, различных интернет-библиотек и, конечно, опираться на сайты ведущих художественных музеев страны и региональных музеев. Региональный музей у нас основной ведущий – это Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова. В концепции преподавания предметной области искусства в Российской Федерации отмечается то, что предметная область искусства строится на 3 компонентах преподавания. Это изучение художественных работ, прямой контакт с творческими работами, выставки, концерты и включение в творческую деятельность, на основе чего учащийся получает знания и переходит к своей собственной творческой деятельности. Рекомендуемые технологии, используемые на уроках ИЗО, считаются следующие: информационно-коммуникационные технологии, проектная деятельность с упором на преобладание творческих проектов, интегрированные технологии, проблемная технология, технологии свободных ассоциаций, социоигровые технологии. Вот об этой технологии давайте поговорим подробнее. Нами разработана серия развивающих игр «Лото» «Портрет Башкортостана» для детей, взрослых и лиц с нарушением зрения. Из этих 6 лото сегодня я предлагаю вам остановиться на лото предметы личного пользования солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. И выглядит она вот таким образом, игра. В нее входит брошюра, карточки, диск и комплект для определения на ощупь предметов, которые находятся в темном непрозрачном мешочке. Почему именно эту игру сегодня я предлагаю вашему вниманию рассмотреть? В рамках празднования 75-летия Победы эта игра особенно актуальна в рамках социоигровой технологии. И, кроме того, к празднованию этой даты Башкирская энциклопедия, это государственное учреждение науки, где это лото выпущено, открыла доступ, ссылка здесь указана, открыла доступ для того, чтобы эту игру можно было скачать и провести игры самостоятельно для детей. Сама игра сделана на основе экспонатов Республиканского музея боевой славы, который находится в Парке Победы города Уфы. И в игре находятся карточки, где сфотографированы экспонаты музея, отражающие личные вещи солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. Вот мы с вами видим чемодан походный, гармонь, например, видим блокнот, в котором солдаты рисовали, присягу на башкирском языке и так далее. Эти уникальные предметы можно посмотреть в экспозиции. Правила игры объясняются в лото. И далее остановимся немножко на экспонатах. Ну вот, например, книги военных лет, изданные в Башкирии. Тогда в то время работала типография «Октябрьский натиск», и специально для солдат издавались книги размером 10 на 15, которые сразу отправлялись на фронт и читались в тылу. Это было очень удобно, потому что книги выпускались именно такого содержания, которое должно было поднимать дух, боевой дух наших солдат. И вот такие книги сегодня хранятся в библиотеке имени Валиди. Далее блокнот
солдата Пономарева. Здесь этот блокнот, наверное, уникальный образец того, как солдат во время затишья хотел отвлечься от этих трудных военного времени и брал карандаш и рисовал. И это как бы считалось такой поддержкой, арт-терапевтической поддержкой в этот момент для самого солдата. А далее шкатулка самодельная. Она тоже представляет уникальный образец. Дело в том, что очень много было металла от самолета на полях сражений. И солдаты находили вот этот металл, и из него создавали вот такие некие шкатулки, выбивали рисунки. Например, здесь у нас шкатулка самодельная, Западный фронт 41-42 года. И эти вещи становились личными вещами бойцов. Вот, например, тоже уникальный образец – это спичечный коробок «Сотрем с лица земли фашистских варваров». Дело в том, что в Уфе тогда существовала спичечная фабрика 1 мая, и вот спичечные коробки, видите, на них наклеивались вот такие этикетки тоже, которые должны были поднять дух бойцов «Сотрем с лица земли фашистских варваров». Комплект нательного армейского белья также представлен. И для того, чтобы развивать творческую активность, на первом этапе игра memory, когда участники игры должны на закрытом игровом поле найти 2 одинаковые карточки и таким образом развивать память. А для того, чтобы развивать творческую активность, нами предлагается провести с ними мастер-класс, как сложить письмо-треугольник, который умел делать каждый солдат. И во время Великой Отечественной войны вы знаете, что в таком общепринятом понятии конвертов не существовало, а сегодня это называется оригами. И вот такой конверт можно сложить, но также для особо интересующихся участников игры можно провести мастер-класс, как правильно мотать портянки. И уникальность проекта заключается в том, что наша работа была подана в Общественную палату Российской Федерации на конкурс, где Институт научно-общественной экспертизы провел экспертизу, и лото было удостоено знака качества «Лучшее детям» по итогам всероссийского конкурса социальных инноваций «Все лучшее детям». Но ключевые результаты, если вы будете эту игру проводить с участниками, то прежде всего, конечно, у участников мероприятий развивается патриотизм, интерес к героическому прошлому нашей Родины, творческая активность. А применение социоигровых технологий на уроках ИЗО дает возможность эффективно влиять на потребностно-мотивационную сферу личности школьника. Ну а поскольку это лото у нас вектор в нем знания, и знания нужно проверять, то в лото заложено тестирование, которое можно проверить через тестирование, насколько ребенок усвоил знания. Сейчас, вашему вниманию, мы предлагаем 2 видеосюжета, как мы это лото внедряем в наших школах. Пожалуйста, посмотрите. Ты запоминаешь ложки. Запоминай. 1, 2, 3, 4. 4 слева, 2 справа. Запомнить расположение всех парных картинок на карточках – первое задание для участников. Командная игра захватила все внимание учеников специализированной школы-интерната. И несмотря на нарушение зрения, ребята отлично справляются. Во втором туре нужно угадать, что за предмет лежит в мешке. Тут это как типа пуговица. Пуговица? Давай, доставай. Игра посвящена предметам личного пользования солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. На игровых карточках фотографии реальных экспонатов Республиканского музея боевой славы. А для того, чтобы дети знали, каковы они на ощупь, на 3D-принтере распечатали модель пряжки солдатского ремня. Изготовили модели значков, пуговиц и медальонов, другие предметы и сейчас можно встретить в быту. Эта игра призвана помочь детям больше узнать о жизни красноармейцев. Мне кажется, это очень здорово, то, что дети через игру получают такую нужную информацию о таких нужных вещах. Эту игру, как и 6 других подобных, разработала доцент педагогического университета, волонтер Екатерина Савельева. Ее проект получил грант президента России – почти 800 тысяч рублей. Проект был поддержан фондом президентских грантов, и сейчас мы его активно внедряем, обучаем детей, пенсионеров, людей с нарушением зрения. Игровые карточки для слабовидящих разработаны по всем правилам. Учтены размер, крупность рисунка и другие параметры. Педагоги школы отмечают, что игровая форма обучения всегда интереснее для детей. В игре дети развиваются в принципе, а в данной игре формируется коллективное сознание, умение работать в сообществе. До
данных игр специально для слабовидящих игры не выпускались. Школьники научились складывать письма-треугольники, придумывали загадки для соперников и пели песни о войне. В этой игре нет победителей и проигравших. Ее суть – обучение. Дети остались в полном восторге. Все, абсолютно все понравилось. Я пропел свою любимую песню. Интересно, весело, познавательно. Мы узнали много нового, многие экспонаты. Понравился солдатский медальон, потому что мы его увидели, вообще потрогали, пооткрывали. Это Было просто интересно, потрясающе. Хочется, чтобы всегда было так. По проекту волонтеры должны обучить этой игре 4000 человек. Галина Заводникова, Вадим Зараев, Вести, Башкортостан. Мы с вами сейчас должны рассмотреть все эти карточки, понять, что на них изображено и что это такое. Запомнить, перевернуть и перемешать. Правила игры простые, но в этом-то и ее уникальность. Участвовать в одной партии могут как взрослые, так и дети, как люди с хорошим зрением, так и слепые. В данном случае за столом корреспондент и ученица Уфимской коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих. Вот карточки совпало, я их забираю себе, у меня 1 балл. Игра не только развлекает, но и развивает. При помощи картинок участники узнают, какими вещами пользовались солдаты и офицеры в период Великой Отечественной войны. Для наглядности разработчики даже изготовили копии настоящих экспонатов Республиканского музея боевой славы, которые изображены на карточках. Тут и предметы военного обихода, и модели медальонов со значками. Например, я до этой игры я не знала, что этот знак гвардии он был учрежден в 1942 году, чтобы отличать гвардейские войска, служащих в них солдат и офицеров, чтобы их как-то выделять. Возможности придумать какую-то форму не было, и поэтому придумали такой нагрудный знак. Когда все предметы и описания к ним будут выучены на зубок, можно переключиться на уфимские достопримечательности. Еще одна игра с аналогичными правилами основана на памятниках, музеях и театрах. Тот же принцип, только вместо предметов на одном из этапов предусмотрены карточки с рельефным изображением. Если зрение у игрока хорошее, ему предлагается надеть очки из ткани. И по описанию, и на ощупь определить изображение на рельефном рисунке. Так, Даша уже все перемешала. Интересно, где тут памятник Салавату Юлаеву? Без перчаток нащупать рисунок, конечно же, легче, но пандемия диктует новые правила. Автор 2 игр – доцент Башкирского педагогического университета, куратор серебряных волонтеров республики. Особенно актуальны ее разработки сейчас, в условиях самоизоляции, когда многие вынуждены находиться дома. Мы подали фонд президентских грантов. Так был поддержан, мы сделали тираж этих игр и распространили среди детей, взрослых, лиц с нарушением зрения, Всероссийского общества слепых, вот туда мы ездили, коррекционные сайты для детей с нарушением зрения. И, в общем, объехали почти всю республику. Обе игры сейчас находятся в открытом доступе. При желании их можно распечатать на обычном принтере. В планах разработчиков создать игру, посвященную фауне республики, которая также будет полезна всем, вне зависимости от физических возможностей. Гульнара Сидикова, Марат Кашапов, Ильдар Гареев. Уфимское время. Уважаемые зрители, сегодня мы с вами познакомились с социоигровой технологией, которая эффективно влияет на развитие творческой активности младших школьников и которые, мы надеемся, вы будете применять в своей практической деятельности. Мы вас познакомили с военно-историческим лото, которое вызывает интерес к героическому наследию нашей Родины. И надеемся, что оно будет для вас полезным. И надеемся, до новых встреч. Спасибо за внимание.